панель. Меня попросили управлять этой панелью. Я Александр Пивоварский, глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Республике Беларусь. Я провел уже здесь 40 дней где-то в Беларуси и уже за это время узнал очень много о стране, встречался тут с представителями бизнеса и государственных структур и с нашими разными партнерами. Мне очень приятно быть на этом мероприятии. Спасибо, что меня пригласили. Я представлю наших спикеров, участников панели до того, как мы начнем нашу дискуссию. Хотел сказать, что мы дадим каждому участнику по 7-10 минут на вступительную презентацию, а потом продолжим в виде дискуссии обсуждения. Самым отдаленным от меня справа находится Даниил Кутина, который управляющий партнер компании Цивита в СНГ. Кроме всего прочего, он уже довольно долго консультирует компании здесь, в Беларуси, и в последнее время тоже работает с Банком развития, в Совете Банка развития, который очень быстро становится довольно важным игроком на финансовом рынке страны. Но у нас тоже с ним есть кое-что общего. Он и я вместе в разное время учились в школе государственного управления в Гарвардском университете. Затем для него Владимир Апанасович, директор Института бизнеса и менеджментных технологий Белорусского государственного университета, который он возглавляет уже 20 лет и готовит студентов к управлению бизнесом в Республике Беларусь. Затем справа находится Дмитрий Крупский, который руководитель управления экономики и инноваций, инновационной деятельности Министерства экономики Республики Беларусь. И слева Маша Черепова, которая лично готовит социальных предпринимателей для Беларуси. Кроме того, она опубликовала интересную книгу «Это Беларусь и активно сотрудничает с социальными предпринимателями Республики Беларусь. Так что единственное, что хотел сказать до того, как мы перейдем к нашей дискуссии, что я сделал маленький опрос всех участников, ни у кого из нас нету MBA, хотя мы все чувствуем себя достаточно компетентными, чтобы поговорить об образовании, именно бизнес-образовании в Республике Беларусь. Я надеюсь, что несмотря на то, что у нас нет MBA, мы сможем квалифицированно поделиться с вами своими взглядами на этот вопрос. Теперь передаю слово господину Крупскому. Уважаемые дамы и господа, коллеги, начиная свое выступление, хочу сначала поблагодарить организаторов за возможность высказать позицию нашего ведомства, принять участие в дискуссии. Я надеюсь, что это будет опять-таки способствовать тому, чтобы и власть, и Институт гражданского общества будут понимать друг друга, и это всегда на пользу. Значит, тема моего выступления посвящена характеристике, тенденции, проблемам и перспективам развития сферы бизнес-образования в Республике Беларусь. По своему функционалу эту тему курирую, поэтому в свое время выступал как организатор бизнес-образования. Значит, и я полагаю, что действительно есть основания думать, что я кое-что в этом понимаю. Значит, поскольку у нас есть короткое ограничение, поэтому постараюсь больше обращать внимание на слайды, чтобы вы сами уже эти слайды считывали и делали определенные выводы. Значит, у нас конференция называется «Образование как права человека». Это очень символично. Почему? Потому что формирование экономики знаний прямо предполагает доступ к образованию, доступ к информации. Поэтому в этом смысле все очень даже логично. Значит, итак, первый слайд – это характеристика сферы бизнес-образования Республики Беларусь. Что из себя сегодня представляет наше бизнес-образование как система? У нас сегодня примерно 90 организаций предоставляют услуги бизнес-образования, либо выступают в качестве коммерческих организаций, либо являются учреждениями образования.
по форме собственности это тоже, в общем-то, совершенно разнородный сегмент образовательного сообщества. Там есть и частные организации, есть и коммерческие организации. В данном случае пестрота достаточно большая. Значит, мы понимаем под бизнес-образованием, значит, это, скажем так, система обучения должностных лиц, которая выполняет управленческие функции на уровне субъекта хозяйства. То есть это на уровне субъекта хозяйства конкретной коммерческой организации, на уровне места, то бишь отрасли. Вот. Емкость у нас этого рынка оценивается примерно $7,5 миллионов. Это очень немного. Соответственно, если мы говорим про самоорганизацию участников, у нас есть 3 профессиональных ассоциаций, объединяющих порядка 20-25 организаций, предоставляющих услуги бизнес-образования. Соответственно, основной формат – это реализация программ повышения квалификации по специальности бизнес-управления. Значит, как мы понимаем роли и задачи? В данном случае это транслировать позицию, которая сформировалась у нас в ведомстве, для чего нам нужно, собственно говоря, бизнес-образование, как вот система национальной образовательной системы. Мы понимаем, что бизнес-образование – это инструмент трансфера передовых управленческих технологий и практик из сферы науки в сферу хозяйственного управления с целью повышения конкурентоспособности национальной экономики. 4 задачи. Ликвидация функциональной неграмотности, диффузия передовых управленческих технологий и практик национальной экономики, содействие управлению изменениями на микроотраслевом уровне и обеспечение перманентного роста уровня профессиональной компетентности управления образованием. Значит, если брать тенденции, то мы сегодня наблюдаем 4 тенденции. Во-первых, у нас запущен процесс реформирования системы бизнес-образования. Год назад принята концепция развития системы бизнес-образования, которая определяет задачи, направления, инструментарий реформирования системы бизнес-образования. Во-первых, во-вторых, у нас состоялась некая структуризация участников рынка, значит, и просматривается определенное повышение организационного потенциала профессиональных ассоциаций. У нас их стало 3, хотя буквально лет 5 назад было всего лишь 1. Значит, в-третьих, у нас наблюдается сжатие платежеспособного спроса, и это очевидно на фоне того, в общем-то, кризиса, который наблюдается в экономике Беларуси, равно всем постсоветском пространстве. И четвертое, у нас идет достаточно активно освоение новых форм и методов предоставления услуг бизнес-образования. Все-таки сжатие платежеспособного спроса обостряет конкуренцию, за кошельки потребителей, поэтому хочешь не хочешь, вывод на рынок новых продуктов ускоряется. Какие проблемы? Мы видим 3 такие вот крупные системные проблемы. Во-первых, у нас недостаточный темп реформирования системы бизнес-образования в этом плане. Значит, здесь ключевой момент – это то, что мы идем в паре с Министерством образования, и поскольку те изменения, которые назрели, которые надлежит выполнить, обеспечить в рамках концепции развития системы бизнес-образования, в своей основе требуют изменения кодекса об образовании, естественно, до того момента, пока кодекс не поменялся, мы в этом смысле не можем принять несколько нормативных актов развития кодекса. Значит, второе, у нас все-таки нет внутренней консолидации профессионального сообщества участников рынка, и до сих пор по отдельным принципиальным позициям, в общем-то, отсутствие этого единства довольно сильно влияет именно на выработку каких-то согласованных решений. И третье, фактически у нас сегодня отсутствуют внутренние источники развития системы бизнес-образования. Это надо понимать так, что у нас недостаточно емкий рынок для того, чтобы предоставлять услуги бизнес-образования внутри страны. Второе, у нас недостаточно подготовленных тренеров по бизнесу, консультантов, коучей, которые могли бы, ну, скажем так, предоставлять услуги бизнес-образования, заточенные под конкретный бизнес. Соответственно, все это сказывается, в общем-то, на масштабах этой сферы деятельности. Значит, что мы видим с точки зрения перспектив? Значит, у нас на сегодняшний момент есть несколько таких направлений, по которым уже обозначился успех, и которые нами рассматриваются в качестве резерва развития и роста рынка бизнес-образования. Ну, первое, у нас получило развитие стартап-движения. Практически стартап-движение – это деятельность, направленная на вовлечение молодежи и других инициативных людей в сферу инновационной предпринимательской деятельности. Поэтому мы исходим из того, что поскольку уровень компетентности
людей, которые хотят заниматься бизнесом, он должен в любом случае включать в себя навыки организации ведения бизнеса. Хочешь не хочешь, это потенциальный клиент, значит, компании, предоставляющих услуги бизнес-образования. И четко просматривается тенденция к росту. Мы вот видим, если в 2013 году у нас всего лишь 4000 участников этого рынка, которые породили, что называется, 705 или 706 стартапов, то по итогам 2015-2016 года мы ожидаем, что таковых будет примерно 18 тысяч, против 15 тысяч в прошлом году. Поэтому это все готовые клиенты для бизнес-школ, и в этом контексте, значит, стартап-движение должно рассматриваться как тот потенциальный рынок бизнес-образования. Значит, второе, что мы видим для того, чтобы расширить рынок бизнес-образования, насытить это деньгами. Значит, это запуск серии, в данном случае второе, это запуск и реализация программ грантовой поддержки сектора малого инновационного бизнеса в рамках проекта Всемирного банка повышения конкурентоспособности в Республике Беларусь. Там будут два гранта, два типа, или два вида грантов. Гранты на коммерциализацию объектов промышленной собственности, где некоторые, скажем так, услуги, которые можно оплатить за счет гранта, можно, в общем-то, заказывать у бизнеса. И второе, это гранты на развитие инновационного бизнеса. Значит, здесь есть прямо несколько направлений, значит, вроде услуги по обучению методикам инженерно-технического творчества, услуги по обучению методикам проектного менеджмента, которые можно прямо заказывать у бизнес-школ. Кроме того, другие консалтинговые услуги, они тоже так или иначе в той или иной степени затрагивают участников рынка бизнес-образования. Исходя из того, что суммарно $18,5 миллионов, ну даже по параметрскому распределению, пусть даже за вот эти вот 4 года будет потрачено на бизнес-образование, на услуги бизнес-образования 20% от суммы гранта. Все-таки 3 миллиона, это 3600, это, как бы то ни было, на нынешний период, когда рынок 7,5 оценивается, ну, считайте, значит, все-таки 10-15% роста он обеспечит именно за счет средств грантовой поддержки. Конец третий – это запуск и реализация серии проектов международной технической помощи, над которой мы активно работаем. Эти проекты, они сейчас на уровне проектных инициатив, они обсуждаются в различных международных организациях, и фактически суммарно это еще порядка $5 миллионов США в эквиваленте. Все эти проекты, они предусматривают образовательную компоненту, причем с четкой фокусировкой на развитие инновационного предпринимательства. Потому как все-таки мы четко понимаем, что именно инновации сейчас являются тем резервом, который реально способен повысить конкурентоспособность экономики. Ну вот, собственно говоря, если кратко, все, что я хотел сказать. Буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, господин Шумский. Уважение. Да, я коллеги, хочу прежде всего сказать благодарность Горского. Действительно, это очень интересная, важная и своевременная инициатива собрать заинтересованных людей, которые работают в разных направлениях образования, с тем, чтобы создать такую площадку, дискуссионную площадку, которая позволит где-то реализовать какие-то направления очень такого перспективного развития. Хотел в своем выступлении прежде всего рассказать в большей степени о состоянии дел в области бизнес-образования и, может быть, о некоторых особенностях, именно белорусских особенностях, связанных с развитием бизнес-образования. По сути дела, бизнес-образование в нашей стране началось в 1996 году, когда начали создаваться первые бизнес-школы. Получилось так, что именно в этом году был открыт и наш институт бизнеса и менеджмент технологий. В стране вообще-то не было бизнес-образования, и, наверное, было очень, так сказать, правильно сделан первый шаг по активному привлечению партнеров, зарубежных партнеров, которые
которые, в общем-то, достигли уже значительных результатов в формировании целой системы бизнес-образования. Таким партнером для нас стал Университет Колорадо США, и, в общем-то, мы пошли по пути действительно в какой-то степени копирования того и контента, и организации академического процесса. На то время не было учебников, поэтому мы начали обучение на английском языке с помощью наших партнеров и, в общем-то, параллельно готовили наших преподавателей. За 20 лет институт прошел довольно такой активный и очень ответственный путь. У нас сейчас обучается около 3000 человек на различных программах. Мы не ушли совсем, а начали развивать русскоязычные программы, но наша англоязычная программа по-прежнему существует, и 3 года назад мы открыли англоязычную программу бакалаврской подготовки по специальности бизнес-администрирования. Несмотря на то, что наша система образования отличается от западной системы образования, я хочу сразу сказать, что мы с первых дней не отступали от тех правил, которые были приняты в американских бизнес-школах. Да, с помощью нашего министерства мы согласовывали вот эти все технологические моменты, то как пилотные проекты, то как какие-то изменения, которые вносились постоянно, в том числе и в кодекс образования, и мы видим вот последние предложения, которые сегодня были озвучены и которые вообще найдут место в настоящем новом кодексе, или так, в новом варианте кодекса. Конечно, это, в общем-то, те вещи, которые мы уже очень давно работаем, и, по сути дела, в какой-то степени это была апробация от организации, прежде всего, учебного процесса. Если говорить о нашем институте, то у нас есть разные уровни образовательных проектов. Это уровень специалиста и бакалавра, уровень магистратуры и, в общем-то, довольно насыщенный, довольно такой значительный сегмент – это переподготовка и повышение квалификации. Хочу сказать, что около 60% всех обучающихся в нашем институте – это люди, которые приходят к нам, имея высшее образование. То есть это говорит, конечно, о многом. Это говорит об той ответственности, которую берет на себя институт, потому что взрослые люди, которые приходят, они, в общем-то, требовательны, они приходят для того, чтобы получать, в общем-то, компетентные знания, которые позволяют им просто на следующий день приходить на свое рабочее место и, в общем-то, решать практические проблемы. Для того, чтобы и распространять, и, в общем-то, стимулировать развитие бизнес-образования, где-то около 10 лет назад мы создали Ассоциацию бизнес-образования. Буквально на прошлой неделе, в четверг, мы приняли еще 3 члена в нашу ассоциацию, и у нас стало 18 вузов. Это практически 90% всех вузов, которые в нашей стране предлагают специальности в области бизнес-образования. Ассоциация работает активно, мы ежегодно проводим различного рода форумы, мероприятия. Ну и, в общем-то, на каком-то этапе мы увидели, что есть какие-то проблемы, которые бы мы хотели решать, в рамках такой государственной политики. Наше Министерство образования, в общем, заботится о всех примерно одинаково. Но учитывая тот потенциал, который заложен в бизнес-образовании, это, будем говорить, некая передовая образовательная мысль, которая может становиться локомотивом и для других образовательных проектов с точки зрения внедрения современных технологий обучения. Мы вышли с инициативой о разработке концепции бизнес-образования в нашей стране. Такое решение было принято Советом министров и было поручено Министерству
образования и Министерства экономики разработать такую концепцию. Может быть, к счастью, Министерство образования в этом процессе заняло позицию, так сказать, некого наблюдателя, а вот Министерство экономики активно откликнулось на вот это предложение и, в общем-то, стало фактически автором той концепции, которая была принята летом 2015 года. И Дмитрий Марьянович, который здесь присутствует, действительно руководит этим процессом, занимая вот ту ответственную должность в Министерстве экономики. И я думаю, что вот результаты, сейчас мы фактически приступаем к практической реализации этой концепции в рамках того плана мероприятий, который был рассмотрен. И, в общем-то, это будет такой, на пользу прежде всего всем участникам рынка бизнес-образования в нашей стране. Какой основной, меня как руководителя бизнес-школы, конечно же, основной вопрос – это качество подготовки наших выпускников. Безусловно, мы проводим массу различных мероприятий, и мы видим те проблемы, которые у нас существуют. И, конечно же, один из инструментов очень важный для нас, который мы видим и который мы используем очень активно, это вовлечение или вступление или работа в международном образовательном пространстве. Но без этого просто невозможно. Благо, бизнес-образование не имеет национальных принципов. Бизнес-образование это имеет международный стандарт. Если хочешь работать здесь, значит ты должен этим стандартам следовать. Поэтому для нас, конечно, очень важны двойные дипломы, проблемы, которые есть, по крайней мере, в нашем институте, это уровень компетенции преподавателя существует. Понятно, что если мы имеем какие-то гранты, есть какие-то возможности обменов, то мы стараемся, чтобы вот это мы всегда начинали с преподавателей. Может быть, еще, в общем-то, один, может быть, уже более такой наш чисто национальный белорусский аспект проблем бизнес-образования – это сотрудничество с бизнес-сообществом. Мы не хотим отправлять наших студентов на практику, на те предприятия, где, в общем-то, бизнес поставлен не на хорошем уровне. То есть мы просто демотивируем наших студентов. Поэтому вот здесь таких вот хорошо организованных, продвинутых предприятий, к сожалению, не так уж и много. Благодаря вот нашим польским партнерам нам удалось наладить очень интересную программу, и мы очень счастливы, рады этому. Мы ежегодно ссылаем порядка 20-30 наших студентов в Польшу на практику, на предприятие, на польские предприятия. Конечно, очень хорошо. Около 50 человек мы ежегодно отправляем на стажировку в Германию. То есть опять это фактически те конкретные примеры, когда наш бизнес-специалист будущий получает очень такую достойную возможность поработать или поучаствовать в бизнес-проектах на предприятиях за рубежом. Но мы в этом направлении сейчас активно работаем. Институт инициировал создание кластеров, что-то новое немножко для нашей страны. Мы, в общем-то, прорабатываем какие-то варианты развития, такого практического, что ли, воплощения развития бизнес-образования с активным участием предприятий реального сектора экономики. Ну вот, в целом, небольшая информация, которая может вам позволит сформулировать те вопросы, на которых мы, наверное, потом в дискуссии и остановимся. Спасибо. Спасибо большое, господин Анатольевич. Маша Черякова. Just to sit there, you need to
So should I introduce you in English as well? You will speak in English. So мы перейдем на английский язык. Сейчас те, кому нужны наушники, пожалуйста, переключитесь. Я представлю Машу тоже на английском языке. Маша Черякова, entrepreneur, writer, you already introduced, and she has a presentation to be delivered in English. Hello everyone. What's social entrepreneurship? So, as you know, my name is Masha Sheikova. The most important, what I would like to tell you is that I have a mission, and my mission is to educate social entrepreneurs here in Belarus. Actually, to educate 300 social Belarusian entrepreneurs here in Belarus in the coming years. Another mission of mine is to develop a healthy ecosystem for social entrepreneurs. This is a big challenge, but I'm willing to take it. So, for the ones who don't know what social entrepreneurship is, I will explain it briefly. It's basically a different kind, a different way of doing business. So there's not one unified definition of social entrepreneurship in Europe and in the whole world. However, there are a couple of characteristics that that people recognize. So one of them is that a social enterprise always has a social, cultural, or environmental mission. So that's their main core. They earn partially their income via trading, and this differentiates them from associations or charities. And another one is that what differentiates them from a standard business is that they reinvest this money back into the organization to accomplish their social mission. So the consequences of being market-oriented is that they are customer-oriented. So they like any other standard business, focus on selling a needed product or service. They're disciplined like any other entrepreneur, but a very important factor is that they're innovative. So they have to compete with standard businesses that can often offer a low price for a product. So they have to be special. I will give you two examples. One is the Fairphone, for example. The Fairphone is a Dutch social enterprise that sells a smartphone. You can see on the screen it looks like a normal smartphone. However, it's special. It's a social enterprise that saw a problem in the way that consumers wasted precious materials in the phone by throwing it away. So once your phone does not work, you throw it away. The Fairphone does that differently. The phone consists out of modular pieces. So once your battery is broken or whatever, you go to the shop and they replace this piece. So you don't have to throw away the whole phone. And another problem that they saw is the working conditions of the people that usually make a phone. And therefore they're very responsible in this whole cycle of offering good working conditions to the people that actually make phones. Another example is Tom's. Tom's, I don't know, does anyone know Tom's shoes?
No. So Tom's shoes are very beautiful shoes, good quality, good price, but it's also social enterprise. Why? Because it has a very specific way of convincing a consumer to buy their shoes, and that is the one-for-one principle. So if you buy a pair of Tom shoes, you donate automatically a pair of shoes to people in need of a pair of shoes. So this one-for-one concept is right now being really popular among social entrepreneurs. Tom's does this as well with glasses, so they sell sunglasses in their shops in the developed world, and they donate also money for normal glasses to people in need of glasses. And they develop also the eyesight, of people in need. So why is social entrepreneurship important? First of all, it's a new and sustainable path to address most pressing challenges. Secondly, it's an example to all. And why is that? Because you, like many social entrepreneurs, are raising public awareness. So for example, when Tom started their enterprise, they had a social mission, but what they did as a consequence to it, they raised public awareness that these kids had problems with their feet. They were getting disabled or some other problems. The same happened with the Fairphone, and actually the same happens with a lot of social enterprises. Another one is inclusive growth. So you basically make people aware that they are responsible for their own lives and the lives of other people. And another one is that social entrepreneurs deliver solutions that the state can often not deliver, because social entrepreneurs work in a market economy and they can offer quick solutions to an urgent problem. They also connect different stakeholders and sectors together, which is also a very important aspect of social entrepreneurs. From the business side and from NGO sides. So, social entrepreneurship in Belarus, right now there's not really a study done about this topic. However, one recent study is from Office Democratic Belarus. That they pointed out that there are around 200 social enterprises in Belarus. 90 of these social enterprises work in the sector of employment of people with disabilities. So the other sectors are not being served in the sense, like in Holland, for example, there's a lot of social enterprises within the environmental NGOs, among local private initiatives, like Talaka and MySense and Social Weekend. So let me tell you a little bit about my own experience with social entrepreneurship and how I promoted, how I tried to develop social entrepreneurship in Belarus. So in 2013 I moved back to Belarus. I was born in Belarus, raised in the Netherlands, and came back to Belarus to promote social entrepreneurship. And I started, what I saw is a very big need among the people, the connection that I had. People wanted to support or to help other people. They saw a big need, and the big need was especially in supporting people with disabilities. They saw that, for example, the accessibility was a big problem, but many other problems as well. But they did not know how to address that. So I decided, what if I start a training program for social entrepreneurs and help them to start their social enterprise, and in this way make it in a sustainable way, help others in need. So this is what I did, and entrepreneurs.
out of which 30 are now still building their social enterprise. And we also organized a business trip to the Netherlands where they met with Dutch social entrepreneurs. And this helped them building connections, building network, which are still very valuable for their business. So examples of Sokstarter are Mivia. Mivia works on the accessibility of buildings for people with disability. So they are partially an architect bureau who make sure that the buildings that have only stairs are also provided with another way for people in a wheelchair that they could access them. TIES, basically their mission is a big mission is to prevent brain drain. And it's a private initiative of 2 guys, and Kalilaska. I don't know, maybe someone knows Kalilaska. It's a charity shop. So they collect clothing and sell partially, so they collect old clothing, sell it in their shop, and the rest of the clothing they donate to children, people in need. So lessons learned during Sokstarter is that a lot of focus was on people with disability. A lot of the participants had a hard time selling and marketing. So there are more social people, people that really are very close to the problem, but they lack this business mindfulness. So there's a big need for more and better education programs considering social entrepreneurship. So after that I was not finished because I saw a big need, and I partnered up with 3 NGOs. One is the Network University, it's a Dutch NGO, which offers an online education platform. Also an offline education, the partner for offline education was ODB, Office Democratic Belarus, and a local NGO here in Belarus, New Faces. So together with them, we built Biz for All education platform and training program. The goal, the mission of this Biz for All training program is to educate 300 social entrepreneurs in the coming 3 years by, first of all, the online education. So offered by TMU platform, our participants go through 27 online modules in 9 months' time. It's based on a lean startup methodology, so it's experimental. That exists out of 4 phases. So you first have ideation phase, customer development, customer validation, and building of your social enterprise. What makes this this program unique is that it's accessible for regions. So we have, for example, over 40 of our participants are not from Minsk. And also it's accessible for people with disability. Then we have an offline education. We offer training programs, and for every training we invite international trainers to come and give training. It's also a competition because at the end of the cycle we give grants away. We are very much sales and marketing focused because that's what the big problem was that we saw do Sokstarter. And another very important component is that we include diaspora coaches to this program. So we found 24 Belarusian diaspora coaches. So these are experienced managers and entrepreneurs, Belarusians, who left the country over 5 years ago, so they have international experience. And they coach
3 to 4 teams. So they share their knowledge and their network. And why did we choose Belarusian diaspora coaches? It's because they know the local context more than any other international mentor would. But they also speak the language, which was a big barrier to Sockstar. They coach them for 9 months, and then we invite our Belarusian diaspora coaches to come and visit their teams, and hopefully this could contribute to maybe foreign investment, maybe some joint ventures. So there's potential that we are right now trying to explore. Why is this important? Because it's international cooperation, which is important for Belarus. It's a combination of high tech and high touch, which is very attractive for the youth. And it's creating a sustainable social orientation. Because why sustainable? Because it's social entrepreneurs generate income, which makes them sustainable. They operate in a market. And of course, what is very important is the start of building an ecosystem for social entrepreneurs. That was it. Thank you. Thank you very much, Masha, for this very interesting presentation. We are going to switch to Daniel Kurtsina for the last presentation, and we'll begin a conversation afterwards. Спасибо за слово. После столько рекламы для собственных проектов я, наверное, буду скромнее чуть поделиться некоторыми просто наблюдениями, которые у меня с ежедневной работы. Здесь представляю белорусские структуры консалтинга. Мы уже 8 лет работаем на белорусском рынке. Мы также работаем в странах Прибалтики. У нас здесь в Беларуси около 100 человек. И то, что хотел сказать с точки зрения, во-первых, наблюдения по набору кадров. У нас стандартизированные тесты по всей группе компаний, да, они для Прибалтики, для Беларуси, для Украины, Молдова, другие страны одинаковые. То, что бросается в глаза, касающиеся белорусских кандидатов на уровне аналитиков, то у них очень сильные аналитические навыки. Значит, когда из 100 баллов у нас в Прибалтике в среднем народ набирает 52, то это в Беларуси 61. Что вообще это очень большое достижение. И у нас даже бывало, что в Беларуси один человек набрал там 98 баллов, что там близко к гению. Да, я был бы рад, если у меня было 60. Вот. С другой стороны, то, что мы наблюдаем, что у белорусских кандидатов очень слабо развиты коммуникационные навыки. Они не знают, как выступать, они не знают, как отстаивать, формулировать собственное мнение. Они не знают главным образом, как себя продавать. Что в первую очередь, потери для них и для страны тоже. И также того, кого мы нанимаем выше уровня, как проектных менеджеров, там почти все это, если они белорусы, то они учились и получили какое-то образование за границей. Что задает вопрос, почему те белорусские образовательные институты, видимо, не создают ту базу, которая нужна, чтобы действительно быть консультантом международного масштаба. Вот. У нас в IT это все еще немножко реже, я, может, скажу чуть провокационно. У нас айтишники, которые сидят в Беларуси, они сами говорят: смотрите, мы здесь черные, мы делаем там аналитические работы, да, мы хорошие кодеры,
но нас продают за хорошие деньги прибалтийские коллеги. Да? Они там белые, они с хорошим видом жительства в Евросоюзе, да? Как такой хороший сайд-эффект. И в принципе, кто может, последняя тенденция, наверное, которая есть и которая, на мой взгляд, очень большая опасность для страны, это то, что, в принципе, все кадры, которые умеют себя на международном фоне продавать, они там уезжают куда-то ближе к Европе. В Беларуси оставляют лишь то бэк-офисной инфраструктуре или тех людей, которые не имеют навыки там напрямую договориться. Да? Наши прибалтийские коллеги в этом случае очень большие молодцы. Они всегда хорошо умели быть с посредниками, перепродавцами. И, наверное, такие страны, как Литва, жили бы гораздо хуже, если в Беларуси было бы нормальное бизнес-образование и люди могли бы договориться напрямую. Вот. Что касается бизнес-школы, то, на мой взгляд, в Беларуси не все так уж плохо. Есть здоровая конкуренция между частными и государственными бизнес-школами. Из частных, которые не присутствуют здесь, но на справедливость я бы хотел их назвать. Например, это бизнес-школа IBM, это такие школы, как ключевые решения. Здесь и сейчас, которые, больше всего там бизнес-образование тех людей, которые уже работают, такое executive education предлагают. Бывает даже сильные ссоры с государственными структурами, я слышал, кто их сертифицирует и так далее. Но, на мой взгляд, есть есть даже элементы конкуренции, о котором я уже радовался, потому что, когда во многих других сферах смотришь, в том числе и работа с международными донорами и грантами, то в такой маленькой стране, как Беларусь, очень быстро формируется монополия. Да? И на монополии качество, как мы знаем, всегда страдает. Но то, что точно не хватает в Беларуси, это какой-то институт, который бы мог быть флагманом или такой маяк, lighthouse, который производил бы элитных кадров, которые действительно могут работать на международном уровне. Такой, как в России была создана школа Сколково, то, что, например, в Прибалтике, на мой взгляд, это Стокгольмская школа в Риге. У нас почти половина наших топ-менеджеров в консалтинговом бизнесе закончили именно эту школу. Вот. Хотя, с другой стороны, может быть, этого и не надо, потому что помимо сферы IT, когда мы в консалтинге работаем с белорусскими местными компаниями, то обычно в других странах очень большая угроза, что когда наши ребята сделали хорошую работу, что они остаются у клиента. В Беларуси, помимо сектора IT, я такой угрозы с редкими исключениями вообще не вижу. Я вижу очень мало компаний, которые в состоянии, скажем, таких хороших кадров международного уровня в себя интегрировать. Потому что, еще, это немножко тезисы, провокационного характера, который должен, может быть, оставить чуть подумать, что в стране, в которой нет реформ, зачем мне элитное бизнес-образование? Или представьте себя, что не знаю, выпускник такой школы пошел поработать, не знаю, какое-то государственное предприятие за соответственную зарплату. Поэтому, наверное, нужно эти вопросы все решить в комплексе, где я точно не уполномочен. Но то, что мы сейчас немножко собственной рекламы, то, что мы сделали в рамках своих возможностей, это даже не я, а скорее сотрудники моей компании. Мы с Банком развития создали такую маленькую академию, которая называется Bridge Academy, где мы преподаем те практические навыки, которые
в белорусском образовании, видимо, недостаточно. И это правильно делать презентации, питчи инвесторам, правильно делать маркетинг, анализы, правильно в нашей школе приходят люди, которые из практики рассказывают. И она идет сейчас во втором цикле, и в какой-то момент на прошлые занятия мы очень удивились, что как-то аудитория расширилась в 2 раза, и люди стали постарше. Но оказалось, что Банк развития просто не уведомляя нас, извините за русский, загнал туда те люди по программе среднего и малого бизнеса, где они устали от плохо подготовленных документов и бизнес-планов, их загнали к нам, что я, в принципе, принял в определенной степени как комплимент. На этом, наверное, останавливаюсь и надеюсь, что у нас будет время еще на интересные дискуссии. Спасибо. У нас была очень интересная дискуссия, у нас довольно широкий диапазон участников, начиная от правительства, заканчивая организованным, сказать, университетом, академической средой Республики Беларусь, до социального предпринимательства и традиционного, скажем, предпринимательства, коммерческого. Но я использую свою прерогативу, так сказать, будучи руководителем этой панели, я бы хотел тоже сказать 2 слова, что в Европейском банке реконструкции и развития мы тоже пытаемся поддерживать, так сказать, образование для предпринимателей. У нас есть уже долгое время программа поддержки малых и средних бизнесов, где мы каждый год советуем где-то 70 предпринимателям, как помогаем реформировать, улучшать свой бизнес. И кроме того, что мы даем им поддержку, мы таким образом стимулируем рынок консультационных услуг в Беларуси. И мы подготовили довольно много консультантов, людей, которые советуют предпринимателям уже здесь на местах. Тоже мы привозим сюда консультантов мирового класса, которые общаются здесь и как бы эту информацию передают. И мы, конечно, сейчас обсуждаем уже в рамках нашей новой стратегии разные возможности привлечения наших вот этих знаний, людей для того, чтобы помочь, может быть, даже и другим государственным организациям развития и так далее, тоже усилить их умение, возможность создавать проекты. Ну а теперь, до того, как мы откроем дискуссию, я хотел немного еще один вопрос задать нашим участникам. Я вот отмечал себе вещи, которые кроме формального образования люди, участники называли. Это стажировки, коучинг, институт менторов, образование онлайн, коучи из диаспоры, затем что еще? Умение использовать мягкие квалификации, так называемые soft skills, которые, может быть, иногда не передаются просто в виде образования формального, умение правильно аргументировать и так далее. Многие эти вещи передаются, может быть, путем неформального образования, а другими путями. И я хотел бы задать вопрос всем участникам, кроме формального образования, бизнес-школы и так далее, что еще вообще мы, международная организация, правительство, общественные организации, такие вот, которые присутствуют здесь, международная диаспора, что еще можем мы сделать, чтобы стимулировать развитие? Может быть, у вас есть какие-то еще идеи до того, как мы откроем для всех нашу дискуссию? Значит, смотрите, если брать ситуацию такой вот глобальную, системного уровня, значит, нас бы вполне устроило, чтобы количество преподавателей, которые могут готовить кейс-стадии, да, которые пришли из бизнеса и которые, скажем, способны передавать опыт в качестве менторов, множилось. Поэтому с точки зрения организационной и с точки зрения создания условий, концепция как раз на это дело и нацелена. То есть, по-хорошему, если все это будет добросовестно выполнено, то есть все вот эти пункты плана, которые приводят к концепции, да, понятно, что система превратится в совершенно иную, и, в общем-то, проблема функциональной неграмотности управленческого персонала
в значительной мере будет решена. Но я хочу обратить ваше внимание еще вот на что, на такой момент. Значит, ведь, понимаете как, темп изменений, который происходит в глобальном мире, да, он столь большой, что даже, в общем-то, те практики, которые используются в ведущих бизнес-школах мира, да, зачастую далеко не успевают за этим. И тот же самый кризис программы MBA, как ключевой программы научения бизнесу, он же тоже очевиден, и, по идее, это у нас еще там новинка, у нас это довольно дорого, престижно, но я вполне допускаю, что мир упрется в том, буквально там 5-7 лет, что надо использовать другие какие-то способы, инструменты обучения. Почему? Потому что для меня, например, совершенно очевидно, что формальное образование мы себе все больше и больше изживаем. Причем безотносительно, будто это там образование, получаемое там частных организаций или там государственных вузов. Я для себя четко понимаю, что только самообразование позволяет мне там поддерживать какой-то более-менее приемлемый уровень компетентности. Никакие прохождения самих образовательных программ совсем не дают. В данном случае это мой личный опыт, поэтому не беру на себя смелость утверждать, что это так вот категорически все касается. I will also speak from my experience. I think it all starts with the youth, younger generation. If they, for example, in the Netherlands, it's a very small example, but the Dutch have this trading mentality, right? It's in their core, in their mentality. But it also, for example, we have King's Day, where also small children go on the street and they sell their old stuff. It's a market. It's a good example that prepares the children or gives them an experience in communicating with other people, in selling their stuff. It's very small, but it does contribute to this mentality of selling, of marketing. And I think that might also be an inspirational case for Belarus. Я долгое время обладал кафедрой системного анализа. И вообще в таком глобальном предмете системный анализ есть такая теорема Эшли, которая говорит об вот о чем, что уровень функций выполняемой системы не может быть, или сложность функций выполняемой системы не может быть выше сложности самой системы. Применительно к образованию уровень компетенции, которые получают выпускники, не может быть выше уровня компетенции, которая обладает сам вуз. Поэтому вот Курцина задал, Даниил, который хорошо знает, задал, как он назвал, провокационный вопрос. Зачем элитное образование в нашей стране? А я считаю, что это спасение для нашей страны элитное образование. Давайте посмотрим пример Кореи. Кто знал о Корее 30 лет назад? Отсталая очень страна, которая, в общем-то, даже не рассматривалась в рейтингах по каким-то там критериям. И в одно время лидер этой страны, который провозгласил и поддержал, все вкладываем в образование, все вкладываем в компетенцию людей. Вы знаете, какие мощные программы образовательные в Корее были? И посмотрите, какой результат. Сейчас Корея на первых строчках по рейтингам. Поэтому вот Александр спрашивал, что могут сделать международные организации или фонды, если они хотят действительно, чтобы Республика Беларусь была достойным игроком в разных областях. Конечно же, на первом месте должна быть подготовка образования в нашей стране. Еще и это потому, что, в общем-то, к сожалению, в нашей стране недостаточно средств для того, чтобы вот такого рода национальные программы провозглашать. Провозглашать у нас всегда провозглашают, но действительно вкладывать реальные средства для того,
того, чтобы уровень компетенции наших выпускников и, прежде всего, в таком управленческом компетенции он мог быть значительно выше. Спасибо. Я думаю, в зале есть люди минимум настолько же умно, как мы здесь, поэтому я бы хотел отдать свое слово первому, который хочет выступать с разрешением нашего модератора. Хорошо, конечно. У нас есть еще 20 минут, так что, пожалуйста, переходим к вопросу. Так сложилось, я участвовал в вопросе, который получил ссылки внимания, то есть за рубежом. И мне посчастливилось участвовать в презентации моего университета в сфере бизнес-образования, то есть Министерство образования Германии или архитектуры программы, открывающиеся в ВУЗе. И должен сказать, что половина из претендующих на наш вуз были студенты из такой же программы и из других городов Германии. При этом вопросы, которые они задавали, касались перспектив трудоустройства, ну и многих вопросов, связанных с связью предпринимателей и программы обучения. Так вот, у меня в связи с этим есть такой вопрос. Я думаю, что я надеюсь, что это у нас в Беларуси есть, поскольку мы исследования требуют каких дополнительных финансов. Есть ли установлены по этому пути, при котором в аккредитации, это наверняка, потому что аккредитация со стороны Министерства образования принимается, участвуют вузы, участвуют студенты и могут таким образом оказывать влияние на то, чтобы те компетенции, которые приобретают студенты, соответствуют требованиям труда. И мой вопрос адресую профессору Несовичу. Я совершенно конкретно отвечу на ваш вопрос. Месяц назад наш институт проходил аккредитацию и аттестацию. Ну, тоже своего рода аккредитация. Мы аккредитовали специальности, которые мы открыли, и, в общем-то, аккредитация дает право на выдачу государственного диплома от имени Министерства, от имени государства. Да? И аттестация – это на тип вуза. То есть наш институт является институтом в рамках тех требований, которые выставляет наше Министерство образования. И вот этот процесс проводил департамент по контролю качества. Тот государственный орган, который уполномочен это делать. И впервые мы проходим такие рода процедуры довольно часто. 5 лет на тип, как на каждую специальность, почти там раз-два года точно тот надлежит. Такое качество, что впервые в состав аккредитационной комиссии, это порядка 20 человек, были студенты других вузов. Поэтому то есть это уже тот конкретный факт, который говорит о том, что будем так говорить, явочно присутствует вузы. Другое дело, насколько они вовлечены в этот процесс, насколько они заинтересованно подходят к этому, но можно рассматривать как эксперимент. Я думаю, что действительно студенты должны участвовать не только с правилами, которых опрашивают. У нас всегда студенты опрашивают, преподаватели отдельно опрашивают, то есть эти процедуры проработаны, но, в общем-то, студенты должны, конечно, иметь такой решающий голос при обсуждении и выработке окончательных решений, которые потом дают основания получать вот эти соответствующие сертификаты, которые подтверждают аккредитацию и лицензирование. Здесь несколько вопросов. Можно отвечать здесь. Андрій, хочу додати політичну аналітику. У мене питання до Дмитрія Крумського, який працює нашим радіоекономістом.
Уже цягам году наглядається така цікава картина, що радові економісти, наприклад, господар Кирилл Грудер, який був недавно отправлен амбассадором Китая, опошний выступ так само был на Минской форуме недавно. Вы так само кажется вельми часто, что у нас в Беларуси есть экономический кризис. Разом з тим, кожні 2 тижні виступає господар Лукашенко і заявляє, що у нас ніякого кризису немає, тільки дурень в Білорусі не може заробити 100 грошей. Так ось, як ви відчуваєте, ці можете ви сказати, коли влада колись буде консолідована тим, що у нас є великі проблеми в економіці, і що треба міняти, що тоді треба бути і бізнес-едукації, і інші розрухи. Значит, ну вот, если бы это было лет 25 назад, обычно ответ бы был такой, что я на провокационные вопросы не отвечаю. Значит, мне тяжело что-то сказать не за руководителя нашей страны. Почему? Потому что все-таки госаппарат достаточно большой. И я не вхожу в число ближайшего окружения нашего руководителя страны. Да? Я не знаком с Кириллом Грудером. Поэтому мне тоже что-то трудно говорить. Нейронные дорожки мозга у всех разные. Вот. Но я могу высказать сугубо свое частное мнение, тем более, что ваш вопрос, в принципе, не по теме нашей дискуссии. Вот, мое мнение следующее. Я действительно убежден в том, что у нас действительно системный кризис. Он связан с тем, что довольно большое количество отраслей, они базируются на тех технологиях, которые уже выработали свой ресурс. То есть жизненный цикл их практически завершен. И выпускать конкурентоспособную продукцию они не могут. Соответственно, это прямо сказывается на том, как вот они, так скажем, формируют добавленную стоимость, которая в конце концов воплощается в объеме валового внутреннего продукта. Вот. Значит, это довольно может быть непросто сказать и признать. Поймите, как бы это сказать корректнее. То есть, чем отличается чиновник от независимого наблюдателя, там, от других лиц, которые не обладают реальной властью? Тем, что он несет ответственность за те решения, за слова, которые он при этом озвучивает. Вот в этом разница. То есть, поэтому я понимаю логику, например, нашего президента в том, что, ну, опять-таки, вот само признание того, что кризис, это уже признание того, что у нас не все благополучно. Это, соответственно, определенным образом сказывается даже в смысле, ну, скажем, мироощущения людей. То бишь, вот как так? Все было нормально, а теперь вдруг резко ненормально. Вот. Другое дело, что я хочу обратить ваше внимание вот на что. Когда-то Фердинанд Фош, это маршал Франции, сказал так, что победа лишь только тогда становится победой, когда проигравший признает свое поражение. И вот до тех пор, пока у человека, который принимает решение, сохраняется воля к победе, и когда человек хочет изменить ситуацию к лучшему, до того момента, ну, значит, ситуация не проиграна и не потеряна. А в этом плане все-таки воля к тому, чтобы ситуацию поменять, а сложившаяся система хозяйственного управления, она по определению ориентирована на ручное управление. Значит, это требует значительных усилий и, опять-таки, политической воли. И в этом смысле вот те решения, которые последние годы, 2015-2016 принимались, они свидетельствуют о том, что, ну вот, опять-таки, я думаю, что до конца года выйдет программа социально-экономического развития, она будет утверждена указом президента, и госпрограмма инновационного развития. Тот набор мероприятий, который там заложен, даже с точки зрения, ну, так скажем, либеральных экономистов, он вполне способен при, опять-таки, воле к тому, чтобы это все решить, поменять ситуацию к лучшему кардинально. Ну, если вас такое ответ удовлетворит, я буду рад. Давайте продолжаем. Я опять вынужден обратиться к господину Крупскому.
Вряд ли. Но прежде маленький комментарий по поводу вопроса участия студентов в оценке качества в целом и аккредитации. Действительно, вот это эксперимент, который, к сожалению, пока не имеет некого правового обеспечения. У нас нет нормативной базы участия студентов в оценке качества. Вот это то, что, кстати, в дорожной карте записано, является одним из стандартов, который должен быть имплементирован. Но пока мы не слышим о том, что этот стандарт как-то так продвигается в плане имплементации. Да. Но то, что неформально они начинают привлекать студентов, это сам по себе хороший знак. Но я все-таки вот к господину Крымскому обращаюсь. Вот я услышал здесь слова, которые меня бесконечно порадовали. Когда вы говорили о кризисе вообще системы формального образования и о том, что очень многие замечания, которые мы выслушаем, включая то, что касается дорожной карты, Болонского процесса, это такие уже не вполне своевременные попытки как-то модернизировать эту систему. Ну и я совершенно согласен с тем, что и явно высказанное суждение о том, что, по сути дела, формальное образование – это монополия на распределение социальных статусов, которые держатся благодаря такому государственной лицензии, так сказать. Вот. И вы сказали о ценности самообразования, неформального образования. Но вот в том числе и в рамках Болонского процесса есть такая проблема, как проблема сертификации результатов неформального и информального образования. В Беларуси, к сожалению, этот вопрос даже в рамках дорожной карты никаким образом не затрагивается. Это тоже очень тревожно. Беларусь получала до этого некого рода упреки по поводу того, что в рамках Лиссабонской конвенции, где тоже, так сказать, эта тема есть, никоим образом не наблюдается прогресса. Вот вы, как представитель Министерства экономики, считаете ли вы, что вот какие-то механизмы сертификации неформального и информального образования необходимы, и что для этого надо сделать в первую очередь? Значит, мне опять, получается, приходится отвечать за того парня, в данном случае за Министерство образования. Значит, поэтому я отвечу лишь только за то направление, которое курирует, то есть за бизнес-образование. У нас в концепции формирования развития системы бизнес-образования есть пункт плана, который прямо предполагает развитие системы добровольной сертификации. То есть суть в чем? Суть в том, что вот эти вот три сейчас существующие профессиональные ассоциации участников бизнес-образования, они будут разрабатывать систему, скажем так, добровольной сертификации, как бизнес-школ, так и, соответственно, скажем так, тех образовательных программ, которые эти бизнес-школы реализуют. Вот это, по сути своей, позволит, скажем, и обеспечить некую конкуренцию, и второе, позволит, соответственно, подтянуть качество тех образовательных продуктов, которые входят на рынок. Что касается более широкого вопроса, опять-таки я могу высказать только свое личное суждение, которое не относится к позиции министерства, потому как это не наш функционал. Я согласен с тем, что там довольно много чего надо менять. Другое дело, что все опять-таки упирается в то, что надо, чтобы были люди, которые понимали, что нужно делать. И второе, это имелась некая воля к тому, чтобы эти изменения были. Потому что на самом деле, поверьте, я не знаю, может быть, у вас складывается иллюзия, что аппарат – это единое целое, госаппарат – это большое единое целое, которое действует в одном порыве каком-то таком. Нет, в том-то и дело, что каждое министерство реализует свой функционал, видение у сотрудников каждого ведомства тоже достаточно различно. И вот когда есть правильная позиция, правильный взгляд, конечно, это, скажем так, ускоряет принятие и реализацию таких решений. И более того, вот в этом смысле я хочу привести пример нетипичный,
Вот когда-то создатель большого генерального штаба Германской империи Хельмут Мольтке заставлял своих офицеров читать книжку Клаузевица о войне. И вот потом, когда они планировали операции какие-то, они мыслили в одном ключе. Им не нужно было куча вводных, чтобы понять, что стоит за тем или иным понятием, определением, концепцией, парадигмой. Вот в этом плане у нас очень большой разнобой взглядов на то, как должно, где мы находимся, куда мы идем. И зачастую один и тот, ну вот, к примеру, там, термин экономика знаний. Каждый в это понятие вкладывает то, что он считает нужным, исходя из своей базы знаний и видения ситуации. Вот в этом проза жизни. Причем я подозреваю, что это проблема не только нашего государства, но и, мне кажется, скорее больше общемировая. Спасибо, Дмитрий. У нас еще есть несколько минут, нам разрешили продлить чуть-чуть нашу панель, так как мы позже начали. Поэтому я сразу попрошу несколько вопросов задать, уже последний раунд сделаю. Ярослав, если ты уже готов. Потом Дякую, по-перше, за вельми цікаві презентації. Кожний аспект був по-своєму цікавий і корисний. Вельми так само вдячний представнику Міністерства економіки, який прийшов. Наприклад, ми накеровували запрошення Міністерства едукації, тут, на жаль, ніхто не називає. Міністерство економіки приходить, це важливо, що є цікава організація. Так, є що сказати, правда, вельми дякую. Я не так шмат ведаю особисто про бізнес-едукацію, бо я сам правник, тому я більше веду про юридичну едукацію. І в некоторих країнах довгий час наогул не було формальної юридичної едукації. Люди просто мали такі apprenticeship, так звані, працювали як помощники більш старіших юристів, і таким чином вони становилися справжніми юристами. І у сувязі з гэтым пытанням, ці можна сапраўды навучыць нейкім прадпрымальніцкім інстынктам, ці гэта можна пазнаць толькі сапраўды на практыцы. І больш такі сфокусаваныя аспекты гэтага пытання, ці прадстаўляюць арганізацыі, якія тут у нас прадстаўленыя за сталом, нейкія магчымасці для інтэрншыпс, ці стажыровак, напрыклад, Міністэрства эканомікі, ці кансалтынгавай арганізацыі, ці магчыма ёсць нейкі цікавы досвед у гэтай сферы ў Нідерландах. Дякую. Еще один вопрос. Лишаюся, у меня два питання возникло. Перше, представився. Андрей Володькин, Национальная академия наук Беларуси. Я хотел запитаться у Маши на конт адукації в галині соціального бізнесу. Як ви лічите, на що ваша основна мета, на що накірована така адукація? Як зробити белорусский бизнес больше социально ориентованным, как зробити діяльність ніби соціальну, громадську, все ж таки більш такой комерційний і самоокупаємий. Які аспекти все ж таки домінують? Бізнес чи соціальний? І друге питання, якраз так само по этой темі. Відомо, що державні представники влади так само часто говорять про соціальній відповідальності бізнесу. Ось у цьому сенсі, наскільки ті погляди, які озвучуються білоруськими чиновниками, совпадають з вашим баченням, з вашою концепцією соціального бізнесу в Білорусі, чи є тут які кроки для взаємодії? Егор Степенюк, Центр Страусу. У мене питання до співробітника Пасовича і Крупського. Підход якої країни для вас у сфері регулювання бізнес-едукації з'являється для вас бенчмарком, ідеалом, на який Білорусь повинна орієнтуватися, яким чином повинна білоруська держава регулювати свою бізнес-едукацію, як країна з'являється. Есть ли еще вопросы? Последний шанс. Хорошо, тогда давайте мы начнем, просто дадим последнее слово каждому из наших участников. И просто начнем с Даниэла, который... Ко мне особенно вопросов не было, но в любом случае... Internships. Есть ли у вас internships? Да, конечно. Да, можно просто подходить после... Ну, кому это интересно, например, написать, или я дам контакты
кому надо. Вот. А так, спасибо за столь открытую дискуссию. Ну, я, наверное, начну с последнего вопроса, который прозвучал по поводу, есть ли какие-то образцы, которых мы должны следовать. Ну, действительно, я немножко говорил об истории развития нашего института. Да, американская система бизнес-образования является старейшей, и, в общем-то, все национальные системы, которые так или иначе развивались позже, они в общем, изучали вот эту систему, ну, особенно англичане. То есть они там почти 100% скопировали эту систему. Но что я хочу сказать, в последнее время очень активно развивается бизнес-образование в Европе, в Китае, в других странах. Конечно же, они носят свои особенности, и эти особенности, может быть, иногда даже свободны от тех традиций, которые часто должны просто исполняться, но в силу каких-то исторических, что ли, почтений, да, что ли, в силу исторической памяти. Поэтому мы, может быть, уже тоже переросли этот возраст, когда нужно полностью все копировать. И институт, мы входим в состав ассоциации, такой мировой ассоциации, комфортно, потому что мы можем общаться, мы можем принимать опыт, и этот опыт нам понятен. Поэтому вот что касается ответа на ваш вопрос. Ну и здесь Ярослав задавал вопрос по поводу, можно ли научить предпринимательству. Безусловно, но факт, должен человек быть мотивирован к предпринимательству. Мы, конечно, мы очень рады, что у нас очень большое число обучающихся, тех, кто, в общем-то, приходит к нам с уже устоявшимися взглядами и ценностями, которые понимают, что для них управленческое образование, в общем-то, является тем ключом, который они могут достигать успеха в своей карьере. Понятно, что есть небольшая категория студентов, которые, может, иногда подняться, окончив школу, приходят к нам. Но все равно хочу привести такой очень интересный пример. Даже не пример, а мы провели исследование, оно закончилось буквально летом. Значит, уровень предпринимательских предпочтений студентов вузов нашей страны. Инициировало вот это мероприятие один из немецких университетов, так называемый проект ГЭС. И в этом опросе участвовало 50 стран. Это страновые исследования. И я хочу сказать, что, в общем-то, Беларусь находится где-то на 5-м месте. На последнем месте, может, странно находится Япония. На предпоследнем, на 49-м, Германия. И что показывают эти исследования? Там много разных параметров, я приведу только два. Мы опрашивали студентов и задавали два вопроса. Первый вопрос. Готовы ли, хотите ли вы, или готовы ли вы создать свой бизнес, будучи студентом? Вот высказали за это порядка 8%. Причем это не только студенты бизнес-образования, это студенты всех, и гуманитарные, и естественные. И второй вопрос. Готовы ли или собираетесь ли вы открывать свой бизнес в течение 5 лет после окончания вуза? Таких оказалось в Беларуси 57%. Для сравнения, в Германии, я просто недавно был в Германии, мы обсуждали эти цифры. Студенты, которые во время учебы хотят открывать свой бизнес, 2%, а в течение 5 лет 8%. То есть это говорит о том, что потенциал и желание стать предпринимателем в нашей стране большой. И, конечно, это нужно использовать. I think
question was whether it's more important to be financial or socially focused. That was right? I guess social entrepreneurs are always seeking for a balance, which is very challenging. So, on one hand, you have to be financially healthy, sustainable, and on the other hand, you have a social mission to accomplish. However, in Europe and also in the world, what the tendency is for example, more commercial organizations to focus because they see this social enterprises. They are also inspired to become more social. So they tend to, for example, improve their CSR, corporate social responsibility. But you also see a tendency of NGOs who try to become social entrepreneurs, and by changing their business model into commercially oriented business model. So it's always a balance with the two. Did you also ask about the difference between CSR and social entrepreneurship, or? No, I asked what is the main purpose of your activities, exactly your project, to make Belarusian business more social oriented, or to teach Belarusian NGOs, for example, to be more commercially successful? Yes, this is the last What is the main purpose of your activities? Yeah, so the purpose is mostly to educate the more young people who see a problem and they want to solve it via social enterprise. And also the last one is more oriented towards NGOs, to make them more business-minded. So focused on the business. And the second was about from that expressed by the state authorities, because it's also a very popular theme in official different statements about social responsibility of business. Do your concepts coincide? Are they close or not? What, in my experience, how the government mostly sees social entrepreneurship enterprises is when they employ people with disability. But this is not the only business type of social entrepreneurship. There are many other focus areas. So on one hand they do, on the other hand there are many more social entrepreneurship focus areas that could be considered by the state as a social enterprise. Значит, мне нужно комментировать три вопроса, поэтому начну. Первый вопрос, который задавал уважаемый господин Ярослав Кривой. Значит, по моему личному мнению, опять-таки, тот человек, который имеет предпринимательский талант, он всегда даст фору тому, в любом бизнесе деловая хватка, интуиция – это вещи иррациональные. Если у человека есть Божья искра, соответственно, сколько бы ты человека не учил, там, кейсы никакие не рассказывал, все равно в критической ситуации именно интуиция, именно хватка является тем, что приносит победу. Это мое мнение, то есть в данном случае мне кажется, вот я высказал, оно может быть другим, поэтому совсем не настаиваю на истине. Второй вопрос касается того, значит, насколько вот идеи социального предпринимательства, идеи социальной ответственности бизнеса, она коррелируется с политикой государства, насколько государство в этом не только это декларирует, но и стремится реализовать на практике. Ну, по крайней мере, я так понял вопрос. Правильно? Значит, тогда отвечу таким образом. У нас, как бы то ни было, при всех издержках происходящего, но курс на построение социального государства всегда выдерживался. Всегда выдерживался, и как бы там не складывалась ситуация в экономике, все-таки пенсии, стипендии и все остальное выплачивают. Это одна сторона медали, так, между прочим. Вот что касается непосредственно уже социальной ответственности бизнеса, ну смотрите, у нас
сегодня реализуется несколько проектов международной технической помощи, которые прямо нацелены на развитие социального предпринимательства, на поддержку социальной ответственности бизнеса. Если бы государство не считало важным и полезным реализацию таких проектов, то, по крайней мере, ну, скажем так, эти проекты не были бы зарегистрированы и, естественно, не могли бы быть реализованы. Вот. Наконец, третий вопрос. Он касается того, что вот наша, скажем так, наш замысел, который заложен в концепции формирования и развития системы бизнес-образования, он предполагает создание некого саморегулируемого рынка бизнес-образования. То есть там создается республиканский совет, который пропорционально представляет представителей профессиональных ассоциаций участников бизнеса, бизнес-сообщества, госаппарат. И поскольку бизнес-сообщество и профессиональные ассоциации участников рынка суммарно преобладают, то, очевидно, значит, этот орган будет работать именно в интересах, в общем-то, рынка бизнес-образования. Если брать эту модель, пытаться ее сопоставить с теми, которые реализованы в мире, то она, в общем-то, больше характерна для американской системы регулирования. Поэтому я надеюсь, что мы сподобимся это реализовать, потому что буквально до конца года внеся такой проект постановления Совмина правительства. Так что, ну вот, примерно. Ну что, я хотел бы, может быть, лишь два слова сказать, что у нас была очень интересная панель. Мы поговорили не только о том, о роли формального образования, а о роли других, также о роли других потенциальных механизмов подготовки предпринимателей, людей, которые задействованы в развитии экономики страны. Мы говорили о стажировках, о коучинге, о различных обменах и так далее. И в этом, наверное, тоже есть роль всех нас попытаться как можно лучше и больше стимулировать такое. И в ЕБР мы тоже пытаемся это поддерживать различными путями, включая через стажировки, различные виды мобильности, участие консультантов в разных проектах и так далее, включая из Беларуси. Я хотел поблагодарить всех участников нашей панели, также всех участников, которые были в зале. Спасибо большое.